Сегодня в Ухте работают депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства России и Республики Коми. Рассматривают вопрос восстановления льгот на добычу сверхвязкой и высоковязкой нефти. В конце прошлого года в налоговое законодательство внесены изменения, отменяющие часть понижающих коэффициентов к НДПИ и льготы по экспортной пошлине. По мнению Минфина, это должно принести бюджету порядка 290 миллиардов рублей дополнительных доходов. Однако, по оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе отмена льгот для нефтедобывающих компаний приведет к сокращению производственных и инвестиционных программ, а также повлечет негативные экономические и социальные последствия. Подробнее о работе федеральных экспертов в Ухте мы планируем узнать с места событий. Наш корреспондент Евгений Стокас готовится выйти в прямой эфир из Ухты. Ксения, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Буквально через несколько минут начнется знаковое историческое совещание касаемо налога на добычу полезных ископаемых по сверхвязкой и высоковязкой нефти. Я напомню, в январе этого года все льготы, которые касались этой формы добычи, пропали, и нефтяники напрямую заявили, что если льгот не будет, то, учитывая нашу северную специфику, все наши производства добычи нефти высоковязкой и сверхвязкой нефти, а это, получается, одно месторождение в Усинске и второе здесь, в Яриге, в Ухтинском районе, придется к 2025 году законсервировать, и, получается, работники подпадут под сокращение. Поэтому сегодня здесь члены нашего правительства, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации и депутаты Госсовета Республики будут обсуждать как раз, какие формы льгот могут помочь вернуть рентабельность для добычи нашей нефти, высоковязкой и сверхвязкой. Я напомню, Ярикское месторождение, которое делегация посетила буквально сегодня утром и оценила производственные мощности, оно в стране вообще уникальное, эксплуатируется с 1939 года, и там нефть добывают, единственные в России мы добываем термошахтным способом на Яриге. Все работники, которые, получается, занимаются добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти в республике, это порядка 4000 человек, то есть под сокращение могут попасть несколько тысяч рабочих мест. Ну и запасы наши в Коми позволяют претендовать на серьезные льготы, потому что по России у нас порядка 15% всей высоковязкой и сверхвязкой нефти. И учитывая то, что наши недропользователи ответственно еще подходят к социальной политике, то за производством, естественно, идет и социальный сектор. Ну а инвестиции говорят сами за себя. С 2004 года по 2012 нефтедобытчики вложили только в Ярикское месторождение порядка 20 миллиардов рублей, а с 2012 по 2020, когда ввели 0,1% ставки на экспортную нефть налога, в 10 раз больше, около 220 миллиардов рублей, это только инвестиции. Уже не говоря о том, что мы, если закроются шахты, потеряем в налогах, и бюджет республики оскуднеет. Ну вот сегодня мы как раз будем, точнее не мы, а делегация будет как раз об этом говорить. И как только появятся первые подробности, мы сразу же сообщим, если какие-то решения будут приняты здесь уже на совещании, что, конечно, вряд ли, но возможно, мы тоже об этом сразу же сообщим, и хотелось бы верить, чтобы эти решения были в пользу республики. Ксения, вам слово. Спасибо, Евгений. На прямой связи со студией был наш корреспондент Евгений Стокас. Детали позже на Юргане.